С добрым утром, друзья! Доброе утро! На календаре 2 октября. Сплавляемся по реке в надежде на перелет уток, который массово был 2 дня назад, в субботу. 2 дня назад утка летела всякая, серая, черная. Просто ее было километр, тысячами, как пчелиный рой. Вот так вот летали везде кучами. А сегодня вон сплавились уже с самого рассвета, еще по темноте выехал. Сплавляюсь по течению, и ни одной утки. Потеплело, опять вышла мошкара, и утка где-то тормознулась. Ну это, ладно, неважно. Что мы сегодня выехали? У нас 2 основные задачи. Это поставить продольники, проверить ловушки на живцов, взять живцов, если что, закинуть туда комбикорм. Возможно, закинем несколько удочек в клеточку. И если не будет дождя, то поднимемся в лес и пособираем ягоды. Посмотрим. Скорее всего, у нас сегодня будет выезд с ночевкой. По крайней мере, я все взял необходимое для этого, чтобы переночевать в избе. Как-то вот так. Ну а что дальше получится, мы это, конечно, увидим. Заметил всплески рыбы. Тут как бы типа переката что-то. Не знаю, хариус это, язь, сиг. Думаю, чем просто так сплавляться, решил покидать бомбарду с мушками. 2 мушки, 1 оса с двойником, 2 нимфа черная, типа ручейника в коконе. Ну, сейчас время уже, не знаю. Может, конечно, чисто теоретически. О, где-то утка летит. Вот она. Блин. Как всегда, вот стоит только взять удочки в руки. Хохлатая чернь вроде бы. Одиночка. Но далековато было все равно. Услышал свист крыльев. Первая утка на сегодня, которую я увидел. Это ни о чем. Есть, конечно, надежда, что увижу подранков, которых 2 дня назад, вчера, позавчера, по-любому охотники наставляли целую кучу. Черная утка это... Оп, о, есть. Вот такой вот харюзец. Что с ним делать? Оп. Пока мы думали, что с ним делать, он решил, что медлить нельзя. Взял и выскользнул с рук. Можно было взять, конечно, на малосолку его. Но мелковат немножко. Но поклевка была, уже радует. Остался только запах. 2 октября еще хариус на мушку клюет. Ну, сейчас, если подняться на лесную речку, хариус это половить, конечно, можно, но. Все везде не успеешь. У Ромка приехал. Ну, сегодня дела, завтра, скорее всего, Рома приедет в деревню и будем думать, что делать. Может, на озере поедем. Может, за ягодами куда. Посмотрим, будет видно. Так, ну а что, мы продолжаем сплавляться еще. Недалеко осталось. И пойдем проверим озера на наличие уток. Пойдем возьмем живцов. И, наверное, начнем кидать продольники. Возьмем груза. Там в кустах заныкано. Бутылки я уже взял. Начинаем сезон продольников. Ребята одного налима уже поймали. Если отправят видео, конечно же, вам покажу.
Денек сегодня был, с утра поливал дождь. Кого-то Серега там тащит, говорит, на Лим. Но что-то я никого пока не вижу. Идет. Идет? Так. Хорошие, красивые кадры, где там? Ебаный. Ух! Ах, янцакадан! Есть контакт. Не зря вчера продольники мучались, ставили. А смотри, ты на этот продольник ведь попался вчера, правильно? Я же говорю, кровь пустил. Короче, вчера такая история была. Закидывали этот продольник третий. И как получилось, крайний наш. И Серега попался на крючок. Делали вчера в избушке операцию «Ы». Как в фильме «Особенности национальной рыбалки». Ой, какой братан. Братан вообще такой четкий, килограмма 3 точно есть. Прикольная тема, да? Ну-ка, посмотри так. Ох, вообще класс, красота. Не зря продольники вчера Видишь, ставили. двойники, они, смотри, как это зацепил. Да. Классно. Все. Так что мы рыбаки. Сейчас ёршика сюда насадим. Следующий тоже попадется кто-то. Да. Ну, все, братан. Нас, конечно, сегодня намочило капитально с утра. Да, шел ливень. Надежды уже не было. Да. Так, друзья, подходим к озеру. Предельно внимательно. Ветра нету, утка может шелохнуться. Сейчас он купил еще одну раколовку. Сейчас мы ее закинем, но сначала проверим озеро. Еще оставляем здесь, чтобы не шуметь лишний раз. И проверим озеро на наличие уток. Блин, столько черной смородины осталось, аж жалко. Кальянчики плещутся. Уток не видать. Здесь где-то еще кряква должна плавать под ранком. Вон гулянчики плавают. Сейчас мы с этой стороны тоже ловушечку закинем. Но сначала проверим второе озеро еще. Там точно должна быть утка. Так, подходим к второму озеру. Ведро оставляем. Не видать. Ладно, схожу еще до конца озера. Гляну там. Подходим к концу озера. Будем еще проверить второй конец озера.
ранили. Поближе попробуй подойти. Блин, вторая была. Нырнула. Было две, блин. Я думал одна. Сейчас где ее найти, хрен его знает. Так, не дышим. Вот она. Хрена себе уплыла. Вот она, вот нырнул. Ее сейчас очень сложно будет добрать. Практически невозможно. Все потеряли. Бляха. Или Гоголь, или хохлатая чернить была, хрен не знает. Все где-то в кустах она теперь. Одному практически невозможно ее добрать. Надо вдвоем. По берегам идти. Только так. Все, она сейчас прижалась где-то в кусты и все. Да, только патроны расхерачили и без толку. Ну, хоть видели, хоть постреляли, и то хорошо. Нырнул уже здесь в кустах было. Так, где сейчас вынырнет, хрен его знает. Попробуем спрятаться. Навряд ли она здесь вынырнет, она меня видела. Наверное, туда пойдет. Вот она, вот. Блин, наколола меня. Дробью отсыпала, но не взяла.
Все, опять потерялась. Ну, хитрая. Бывает и такое. Блин. Был не готов. Вынырнула. Это около 2 минут она под водой была, получается. Вон развода. Я смотрел, там в кустах она прямо здесь вынырнула. Теперь она меня увидела. Теперь где-то хрен его знает, где она может вынырнуть. Если бы сейчас был наготове, можно было бы выстрелить. Как латая чернить, она здорово ныряет. Как рыба. Как рыба в воде. Вот это да. Я тоже думал, уже выключил камеру, что столько она не ныряет. Минуты 2, наверное, 3 прошло. Вот сейчас куда она вынырнет? Где вынырнет, хрен его знает. Все, утонула. Сейчас она прибилась к какому-то берегу. Уже не появится. Ладно, подождем еще немножко. Так, утку у нас добыть не получилось. Ну и ладно. Пришли к своим ловушкам. Ребята, смотрю, закинули уже остатки комбикорма. Комбикорма больше нет. И сегодня мы попробуем сделать новую приманочку. Посмотрим, как она сработает. В общем, сейчас покажу. Все по порядку. Он привез прикормку покупную. Сейчас, если вам интересно, могу сказать даже что. Карп, сазан, шоколад. Пеппи фиш. Вот и попробуем сейчас развести. Так, это, наверное, воды много. Сейчас попробуем развести и закинуть эту прикормку. Посмотрим, как любят ли наши озерные гальяны шоколадную прикормку. Так. Еще надо. Шоколадом пахнет, да. Не натуральный же шоколад, наверное, сюда накрошили. Хотя хрен его знает. Смотришь передачи, как ловят на фидер, так они ведрами эту прикормку делают. Я такой думаю, да лучше
поросенка можно накормить вдоволь. Так, все. Вроде нужная консистенция. Сейчас мы сделаем небольшие шарики и в каждую ловушечку по небольшому шарику. Нормально. Самый то. Пахнет обалденно. Так, у нас сколько? Здесь у нас получается 6 или 7 ловушек. Ребята одну, наверное, туда кизбё вели. Вот по такому шарику, я такого думаю, будет достаточно. Вот по такому. Так, ну что, пошла проверочка. Это пока убираем. Это пока убираем. Не знаю, кидали комбикорм, ребята, не кидали. Сейчас мы это проверим. Так. Ну, что-то есть. Пару рыбин. Не густо, не густо. Один озерный гальян. Ну, не пусто, и то хорошо. Скажем так. Один озерный гальянчик. Это значит, возможно, один будет налимчик. Вот так вот. И еще вот один маленький налим. Мы его уже не будем доставать. Ладно, пусть пока плавает. Так. И вот такой комочек прикормки. Даже можно меньше, наверное. Чисто для запаха. Вот такой вот. Такой, думаю, будет достаточно. Вот сюда прямо кидаем по центру, да и все. Посмотрим, что нам даст шоколадная прикормка. И так будет сделано с каждой ловушкой. Блин, ветка какая-то еще прилипла туда. Ладно, ловись, рыбка, мала и велика. Так, это все хозяйство пока оставляем. Ружье тоже пока, наверное, оставим. Налететь навряд ли что-нибудь налетит. Поехали дальше. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Что-то штук 8, наверное, маленьких налимчиков. И комбикорм здесь есть. Так что не будем пока сюда ничего... Нет, маленькую кинем. Буквально совсем маленький комочек. Чтобы освежить запах. Налимов пока доставать не будем. Потом как-нибудь, если гальяны влезут, достанем. Ну что-то сюда вообще, кроме налимов, ничего не влезло. Бутылка. Никого.
Тоже одни мелкие налимчики и больше нифига. Хреново. Даже речные гальяны пропали куда-то. Пусто. Пару мелких налимов. Полбулки хлеба пацаны туда кинули. Я думаю, что там белое такое? Что нам на хлебушек залезло? Гальяны залезли на хлеб. 2 зерна гальяна. А что они в одну-то кинули? Они во все. Вон. Раз. И 2. Тихо-тихо. 2. Давай хоть раскидаем, что ли. Так. Налимчиков потом будем доставать. Сейчас не будем. В общем, у нас 3 зерна гальяна уже есть. И немного кинем еще этой прикормкочки для запаха. Ловись, рыбка. Малая велика. Не густо. Блин. Выкидывали речных гальянов. Сейчас бы они могли пригодиться. Охренеть, тут хлеба они накидали. Ну, на хлебушек, скажем так, парочка влетела вон. Запах хлеба все-таки приманил. Там 2, здесь 2. 5 штук получается. Вон много мелких налимчиков. Так, ладно. Этот хлеб мы поделим на те ловушки. А сюда кинем немножко вот этой прикормки еще для запаха. И последняя ловушка. Тоже с хлебушком. Я так думаю, что-нибудь должно быть. Ну да. Есть парочка. Не пусто, и то хорошо. Так, сейчас пойдем глянем, сколько там у нас. Раз. И 2. Тоже 2. Итого получается у нас 7 штук. Раз, два, три. 2. Раз, два, три, 4, 5, 6 или 7 штук. Вон, и куча мелких налимов. С налимами возиться не будем. Ничего им не будет здесь. Пусть плавают, грызут хлеб. Потом разберемся. Так, ну а что? Речного гальяна уже нет. Он куда-то ушел. Так что будем брать с запасов. Вот, друзья, заказал с Озона вот такую вот раколовку. Раколовка книжка называется. Там зонтики у нас стоят, а с этой стороны попробую вот такую вот раколовочку. По совету одного из подписчиков, не помню, кто уже мне посоветовал, прям ВКонтакте дал ссылочку на эту раколовку. Раз, два, три, 4, 5, 6 входов. Испытаем, попробуем. Если будет хорошо залезать, будем еще заказывать. Ну, уже, наверное, в следующем сезоне. Так, вот так вот здесь вот возле берега кинем. Кинул
Тоже шоколадную прикормку тутти-фрути. Так, здесь мелковато. Попробуем чуть дальше. Вот так вот. Все. Тютелька. Ну, практически здесь мелко получается. Там тот берег глубже. И так вот где-то скрыло ее. Посмотрим. Гальян плещется. Почему не лезет в раколовки, я не знаю. Видно, что вот он есть. Вот. Я не знаю, это речной, озерный. Но они есть. И будем надеяться, что что-нибудь да попадет. Все. А теперь пройдемся вдоль кустов. Может быть, получится шугануть подранка, крякоша этого. И поедем ставить продольники. Фу, блин. Так, друзья, обошел озеро. Утку свою я не нашел. Куда-то затихарилась. Подошел к ловушке и прямо вижу, как вот гальяны, я не знаю, речные, озерные, мелочевка прямо вот здесь вот плавает поверху. Надо будет принести большой сачок и попробовать сачком прикормить и сачком поймать. Вот они плавают, вижу, просто они мелкие, их много. И сейчас хочу, времени прошло где-то около получаса после того, как я закинул новые ловушки. И давайте сейчас проверим, что-то попало, не попало. О, уже есть. Уже хорошо. Значит, новая ловушка сработала. За полчаса вот влетело 4 речных гальяна и 1 озерный. Как-то вот так. Сейчас мы их тоже в ведро до кучи. А, у нас ведро там осталось. Ладно, пока сюда закину. Значит, рыба здесь есть. И рыба лезет. Будем надеяться, что что-нибудь до завтрашнего дня влетит. Так, ну вот, дело сделано. Поставил 3 продольника здесь на одном месте. Пошел дождь. Поехали в избу. Перекусим что-нибудь. Как я показывал. Не стал показывать, как я ставлю продольники. Кому интересно, просто зайдите на плейлист закидушки продольники. Там не раз уже показывал. Проверка будет интереснее, я так думаю. А пока не будем мочиться. Пошел дождь и будем ставить не в одном месте продольники, а в разных местах. Поставим возле избы. Там у Сани с Серегой уже есть 3 продольника. Туда добавим. Может быть, еще потом в другом месте. Будет видно. Все. Пошли перекусим. Ну, здравствуй, избушечка. Дрова есть. Саня с Серегой оставили на растопку. Береста тоже есть. Здесь дровишки тоже. Березка. В общем, на одну ночь хватит. Спальничек. Устал. Сейчас перекусим. А прежде чем сесть обедать, сейчас возьму ружье и проверю озеро. Бывает, там тоже утки сидят. А потом уже сядем покушаем. Вот оно, озеро. Тут бывает кряку сидят.
прячутся. Нырнул здесь, видел, был туда, куда делся, хрен его знает. Ладно, прогуляюсь, может что-нибудь-то слетит. Рыбалка рыбалкой, охота охотой. Обед по расписанию. Время 1 час. Наверное, уже больше, где-то 12:30. Сейчас скажу точно. Время 15 минут 1. Короткий перекус, пока дождичек идет. Обошел озеро. Один подранок плавает, и тот спрятался. В общем, на обед у нас сегодня жареная картошка, ветчина и хариус малосольный. Хлебушек. 50 грамм пока не будем. Все оставим до вечера. И целиком сядем нормально. Все-таки останусь здесь. Переночую. Закину еще продольники. Закину сеточки. И я так думаю, что-нибудь да мы поймаем. Чаек шиповника. После того, как я собрал шиповник, кстати, мне больше заварка не нужна. Мои дома пьют. Кто кофе, кто что. А я вот такую горсть сухой ягоды на литровый термос. Ночь настаивается. Выпил. Еще раз кипяток наливаю. И второй раз еще. 2 раза 2 термоса. У меня с одной горсти сухих ягод получается. Обалденно вкусно. А я знаю, что полезно еще. Успели хорошо собрать шиповник. Сейчас вроде и мороза не было, но ягода все уже в руках рассыпается. Смородина тоже все уже. Сейчас из ягод, если только собрать, это брусника. Можно, в принципе, если найдем, и чернику собрать. Морозов еще не было. Листья опали сейчас. Если найти чернику, это просто клад. Конечно, соберу. И, конечно, скоро будем собирать клюкву. Возможно, уже завтра. Вот. Ничего не делал, а уже устал. Наверное, потому что сегодня мало спал. Часа 4, наверное, только. Будильник поставил на 3 часа. 1:30 уже проснулся. Везде потеплело опять. Утка где-то тормознулась. Перелета нет от слова совсем. Не то что стаи. Ни одной утки. Видел, одна хохлатая чернить вниз пошла. И видно, одна же от лодки пошла вверх. Все, это вся утка. Если бы я своими глазами не видел тысячи уток, как пчелиный рой вот так вот летали 2 дня назад, в субботу, то я бы не поверил. Просто она где-то тормознулась или вернулась обратно на север. Ладно. Перекусываем и опять на речку. Надо работать. Вечером расслабимся. Друзья, все-таки решил показать, как я закидываю, потому что осенние продольники на налима немножко отличаются от весенних на язя. В общем, они как зимой. Вот. Тут можно леску, можно толстую капроновую нить. Поводки также можно из капроновой нитки сделать, как вот на зеленом продольнике. А можно из толстой лески. И крючки, вот такие вот крупные крючки. Вот такие вот крупные крючки. Длина поводка, ну сколько? 20-25 сантиметров, не больше. Смысла нет больше. И в конце, многие спрашивали, что я вешаю в конце.
конце у меня тоже вот идет просто поводок и крючок, и гальян озерный под хребет. Можно двойничок проводить через жабры, так надежнее, но это одинарные крючки у меня. И сейчас покажу, как я наживляю. Как мы видим, здесь вот крупные живцы, это гальян озерный. Вот они какие здоровенные. Их можно... Я понял, на кого они похожи. Они похожи на форель. Радужную форель, только микроскопических размеров. Чем-то похоже вот чешуей, вот этим всем вот немного даже похоже, отливаются. Вон. Беру и вот сюда вот мякоть, не задевая позвонка, раз, под плавник, и насквозь вытаскиваю. Все. У меня остался еще один продольник. И как-то сейчас поровну поделим. В конце у нас пойдут гальяны озерные. Так, раз, два, три, 4, 5, 6 осталось. 2 насадил, 8. Значит, еще 2 сюда и 2 на второй. Вот какие они здоровенные. Раз. И насквозь. Ну, если налим здесь есть, он мимо уже не пройдет. И еще одного вот этого толстенького. Толстенького. Раз. И насквозь. Все, 4 насадили. И еще вот до крючочка сюда маленьких вот этих речных гальянчиков. Налим также может на них попасться. Может и ясь, в принципе, но тут крючки крупные, навряд ли ясь попадет. Ну, в принципе, может. У меня язи попадали зимой и на тройники, и на двойники здоровенные, и на нарезку язя. Так что язь непредсказуем. Видно, не видно? Надеюсь, видно. Вот они просто день-два и сдохнут. Завтра они, возможно, уже будут дохлые. А озерные, если их не сорвут, все-таки живут подольше. Все, 5 крючков. 6 получается. 2 речных и 4 озерных. Все. Вот у меня заранее привязан груз. Веревку делаем с запасом. Метра 4. Потому что вода может резко прибыть и продольник уплывут. Тут вот у меня узелок, чтобы веревка не поднималась. И все. Так, сейчас затяну. Ёшкин ты кот. Все. И для подстраховки вот цепляю вторую бутылку, потому что может одну бутылку протечь, затечь вода, или охотники могут выстрелить по темноте, приняв за утку. Все-таки 2 бутылки гарантии больше. Да если резко прибудет вода, уже это. Вот и все. И вот так вот закидываем. Тут глубина 1,5 метра, около 2, наверное. Сейчас померяем. Вот так вот. Ловись, рыбка. Крупная. Вот. Метр, мой рост где-то вот 1,70 м. Пусть лучше будет с запасом. Вода прибывает. И все, остался у меня один продольник. Один продольник еще закидываем. И на сегодня все. Завтра утром будем ждать налима. Итак, друзья, а теперь начинается самое интересное. Это проверка продольников. 3 продольника, которые поставили Саня с Серегой. Поехали. Проверить надо, потому что они приедут только в субботу. А рыба, если заглотила, она испортится и может сорваться. А я проверю.
наживлю новыми живцами, и как бы будет шанс. О, вижу живца, который почему-то сверху крутанул, что ли, кто-то, продольник, или как-то они закинули не так. Никто не дергает. Пусто. А веревка слишком длинная. Но это правильно, потому что лучше с запасом делать. Резкий подъем воды уже не страшен. Никого. Никто не дергает. Дергают только живцы. Все на месте. Вот. Ух. Сколько грязи-то плывет. Видишь, у Сереги вот такие вот двойники. Эту тину тоже надо убирать, потому что если тина попадет на жабры, живец сдохнет. Вот такой вот живец на двойничке. 1, 2. 2 крючочка. Пока пусто. По 2 штуки, зато быстро проверять. А тут я не знаю, если был поводок, то он откусанный. Ага. Наверное, да. Попадала, скорее всего, щука и откусила поводок. Вон, зазубрины. Сейчас я позвоню Сереге, и мы это узнаем, сколько было поводков. Скорее всего, попадала щука здесь. Серега, у тебя по сколько поводков на продольнике было? По 3. По 3? В верхнем тоже 3 было? Да. Ну, значит, все правильно. Откусила щука, походу, первый поводок. Нифига себе. Поводок откушенный и как бы, ну, шершавый. Видно, что зазубрины на поводке. Значит, блядь, эти поводки. Надо эти... если, чтобы, видишь, или толще леску надо, или металлические поводки надо ставить. Леска-то толстая была тоже, ну, поводки. Ну, перегрызла. Не, поводки тоненькие были, флюрокарбоновые, да. Ну, фигня, щука перегрызла, короче, первый поводок. Ну вот, еще 2 осталось. Ладно, пошел дальше проверять. Давай. Ты в прямом эфире, так что можешь привет всем передать. Понял. Матька на кормосмены вырезает на себя. Что-то плохо слышно тебя тоже. Не знаю. Вот сейчас лучше, наверное, да? Сейчас хорошо слышно. Я микрофон закрыл пальцем. У вас там дождя не было, да? Ну, поливало днем, намочило немножко. Так, еще 2 осталось. Пошел дальше проверять. Грязь. Что попалось? Грязь? Грязь. Откусили поводок первый у тебя. Ну это-то я понял, а грязь-то попалась. Грязь? А куда без тина? Сейчас еще 2 проверим. Давай, потом позвоню. Давай. Все верно. По 3 поводка было. Значит, щука откусила. Щука, сука. Ну ладно, ты нам еще попадешься. Значит, щука здесь есть. И, скорее всего, наверное, еще и не маленькая. Так, веревка длинная. Ладно. Повыше надо было немного. Поехали дальше. Так, поехали дальше. Второй продольник. Вон сколько тины, грязи. Завтра у меня также будет все. Вода прибывает и очень много мути несет. Так.
Никого, походу. Или что-то есть? Что-то не пойму. Есть, что-то есть. Что-то дергает. Опа, щука. Вот и попалась зубастая. Вот и попалась коза. Так, интересно, это с нашим поводком? Нет. Вот такая вот щука попалась, которая кусалась. Хорошо бы, если ты еще и с двойником была нашим. Ну, мы потом тебе вскрытие покажет. Вот такая вот щучка. Энцкадан. О? Отлично. Отлично, Энцкадан. Так что могла бы, если бы вовремя не проверили, тоже бы перегрызть могла. И уйти. Так что все, что не делается, все к лучшему. Вот такие вот двойнички. И с двойниками очень удобно их отцеплять, этих щуренций. Ну вот. Энцкадан уже не пусто. Так, иди поплавай пока здесь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Живца раздавил. А, он дохлый из-под щуки. Он на Голяна озерного попало. Плыви, кораблик мой, плыви. И еще один продольник третий есть. Все, наживляем. Ну и что нам даст третий продольник? На этом продольнике Серега прошлую проверку, вчера получается, вытащил налима килограмма на 3. Кадры вы уже видели с этим налимом. Ух! Ах, Энцкадан! Есть контакт. Не зря вчера продольники мучались, ставили. А смотри. Он сегодня мне отправил по WhatsApp. Вон сколько грязи. Что-то походу здесь сейчас никого. Никто не дергает. Сейчас пока эта вся тина не проплывет, так и будет все забивать. Тонны просто плывут ее. Тонны тины. Так, что у нас? Ничего. На этот раз пусто. Или что? Или что-то есть? Я не понял. Вроде бы что-то есть. Не пойму. Или это тина? Не, это тина. Нету, пусто. Ложная тревога. Так, ну вот. Не пусто, уже хорошо. Если на 3 продольника попала одна щука и одна порвала, получается 2 продольника из 3 сработало. Так что есть надежда. То, что мы сегодня закинули продольники, возможно, завтра что-нибудь да нам попадется. Посмотрим. Это мы увидим завтра. В следующей части. Друзья, все-таки здесь рыба была на 3-м. Вон тоже начал убирать грязь. И видите, опять откусанный поводок. И опять зазубрины на леске получаются. На 1-м крючке опять была щука и опять откусила. В общем, здесь нужно ставить металлические поводки. Щука попадает, и вот даже вот такую толстую леску, где-то 0,8, наверное, леска, откусывает. 2 живца на месте, а 1-й живец опять же откушен. Получается, на всех 3 продольниках были
попало по одной щуке. 2 из которых они откусили. Вывод: надо ставить металлические поводки. Ну а теперь, друзья, самое приятное — это, конечно же, ужин в рыбацкой избе. Все сделано, все, что запланировал, сделал, и от этого вдвойне приятнее. Чё? Вот теперь вот можно и по чарочке. Я думаю, вы тоже не против? Присаживайтесь. Это вам, это нам. Незаменимый рыбацкий напиток, настоянный на сушеной черемухе. Салатик домашний, ветчина, рыбка соленая. И теперь жаркое. А на жаркое сегодня у нас вот такое вот жаркое. Это макарошки с курицей, макарошки с лосятиной жареной и сало там. Вот такой вот гоголь-моголь вот придумал. Ну то, что придумал. Что было, накрошил, подогрел и все. Не знаю, кто-то, может быть, скажет некрасиво, но то, что это очень вкусно, я даже не сомневаюсь. Так, ну что, поехали. Закончился еще один день, 2 октября. Проходит уже октябрь. Глазом моргнуть не успеешь. Выпадет снег, ноябрь, зима, Новый год. И все опять. И с каждым годом почему-то все это происходит быстрее, быстрее, быстрее. Недавно еще мы встречали весну. Недавно еще был последний лед. С Серегой мы здесь сидели. Весна, лето пролетели. Очень и очень быстро. Ладно. Самое главное, мы не стоим на месте. Мы идем. За это и можно выпить. Будьте здоровы. Кто-то написал мне в комментариях, как бы я не хотел уже вспоминать. Я знаю, сейчас опять будут комментарии. Да не обращайте на них внимания. Да, идут они лесом. Я понимаю, полностью с вами согласен. Но коротко все-таки скажу. Был комментарий после ролика, когда мы здесь сидели. Серега, Саня, я. Ну и компания типа собралась. Один морщится от водки. Второй пальцами стаканы протирает. Чистюля. Ты, может быть, и стерильный такой, что протираешь, может быть, стерильными салфетками или в ресторанах питаешься. Мы в рыбацкой избе. Протереть пальцами стакан элементарно от пыли, от грязи. Да мои руки чище, чем, не знаю, твоя голова точно. Я раз пишешь такие комментарии. Так что засунь свой комментарий себе. Если не лезет, закрути отверткой. Вот так вот. И сразу же еще до кучи вспомним комментарий. Мужик пишет, где-то примерно мой ровесник. Я, конечно, не помню, ответил я, не ответил ему. Или удалил, чертовой матери, этот комментарий. Не знаю, может, не помню. Но по-любому кто-то прочитал и кто-то знает. Пишет примерно моих годов мужчина. Подошел издалека, так хитро. Все такие люди звездодельные издалека подходят. Типа, нравятся мои ролики, сам
типа жил так же, переехал там откуда-то куда-то и вспоминает и узнает себя во мне и пишет, что мы типа могли бы быть друзьями, но мы типа ими никогда не будем, потому что, видите ли, власть наша не нравится ему, а мне нравится. И опять же затронул нашего президента. И почему-то, я не понимаю, почему все вот эти хорошо устроенные люди хаят нашего президента Путина. Я вот не понимаю, вот почему. Весь бедный народ, простые крестьяне, простые рабочие его уважают, ценят, выбирают в конце концов. А вот те, которые зажрались уже, они почему-то хаят все. Видите ли, Путин развалил Советский Союз, да не Путин развалил. Развалили его Горбачев с Ельциным. Я не хотел о политике, но я вам скажу одно. Дай Бог мне дожить. Дай Бог дожить вам, когда все это закончится, когда все это уляжется, и когда народ скажет, основная часть, большая часть народа скажет, которая верит, что все будет хорошо, что да, президент нашей страны был прав. Вот тогда вот те вот, которые сейчас хаят как могут, не знаю, будут говорить, наверное, обратное. Самое интересное, они при этой власти наворовались до такой степени, что у них есть все. По несколько квартир, по несколько машин. И в то же время им не нравится президент. Вот дурдом. Я не понимаю. Они не жили так при Горбачеве, не жили так при Брежневе. При Ельцине так не жили. Сейчас разбогатели и, видите ли, это им не нравится. Я скажу так. Лично мне нравится все. У меня есть квартира. У меня есть дом. У меня есть еда. У меня есть тепло. У меня есть жена, у меня есть дети, которых я могу кормить. У меня есть и интересные занятия, хобби, рыбалка, охота, на которые я могу выезжать, на которые, пусть не на Лексусе, но на Нива Шевроле, пусть не на катере каком-то, а на Уралочке, пусть не на фельдеперстовом каком-то моторе 50-сильном, а 9,9, но я же езжу. Мне не нужны вот эти фельдеперстовые штучки, вот эти. Мне хватает того, что у меня есть. Все просто, но я пешком не хожу, я также передвигаюсь, понимаете? И меня это все устраивает. Я все это заработал, и у меня есть все. Так что, и самое главное, у меня есть вера в будущее. И я не знаю, смысл жизни, что ли, скажем так. А вот те, которые пишут такие комментарии, да я бы никогда, да ради бога, я с вами тоже никогда, кто вот пишет такие комментарии. Никогда в жизни. Так что я многих людей встречал, благодаря Ютубу познакомился с огромным количеством населения, скажем так, нашей страны. И со всех сторон. С хорошей стороны, с плохой стороны. Которые хамелеоны, которые выжидают, которые говорят, а как ты можешь так говорить? Ведь ты эту информацию как минимум должен 7-8 разных источников получить. Потом только утверждать и говорить. То есть все боятся. Я не знаю чего. Или не хотят. Все ждут чего-то. Нету точки зрения, скажем так, своего. А у меня есть. Я ни от кого не скрываю этого.
Да, я гражданин России и горжусь тем, что я родился в России, живу в России и буду жить в России. И никогда от нее не убегу, как некоторые. Никогда ее не предам. И если понадобится, буду защищать ее. В России живут мои дети, в России будут жить мои внуки. Все, сказал. Это коротко. 100 раз уже не хотел о политике, но как ни крути, все приходим туда же. Вот из-за этого, грубо говоря, половина моих подписчиков отписались от меня за то, что я говорю то, что думаю, а не то, что могло бы понравиться тем-то или тем-то и сохранить количество подписчиков. Тем не менее, потихонечку количество подписчиков растет. Это не подписчики, это друзья на нашем канале. Потихоньку также растет количество друзей на канале Яндекс.Дзен. После моей просьбы многие подписались, выросло количество подписчиков. Немного, но выросло время просмотра, а естественно выросла и моя зарплата. Если раньше было 15-20 рублей в день, сейчас где-то около 30, бывает даже 35 рублей в день. За это вам огромное спасибо. Кто не подписался и кто не смотрит Яндекс.Дзен, милости просим на мой канал на Яндекс.Дзен. Вам это ничего не стоит. Зайти, закачать Яндекс.Дзен, зарегистрироваться и подписаться. А мне это будет очень приятно, и в то же время за это я буду получать зарплату. Маленькую, но все же. Все сказал. Ну давайте. Будьте, главное, самим собой. Не надо подстраиваться, не надо стелиться перед кем-то, не надо бояться, в конце концов, не надо хитрить. Будьте тем, кто ты есть, кто вы есть. И от этого будете получать как минимум самоудовлетворение, то, что ты живешь так, как ты хочешь, а не так, как диктуют условия. Будем. Кому-то не нравится, что мы запиваем. Морщится там туда-сюда. Просто это не 40 градусов рыбацкий напиток, а больше 50. Ничего в этом я не вижу зазорного, то, что я запиваю. Иногда идет хорошо, иногда вот запиваю вкусным морсиком, почему бы нет. Кто-то разбавляет вот этим же морсиком, вот тот же, скажем, очищенный самогон, доводит его до 40, до 35 градусов и пьет. Ну, то же самое. А мне нравится пить крепкий напиток и запить холодным морсом. Кому что нравится, тот так и делает. Но не понравилась мне очищенная самогонка через колонку. Это галимый спирт. Пахнет спиртягой, сушит от нее, голова болит. Классический самогон вот мне нравится. И я его сам делаю и употребляю в меру. Любой напиток хорош до того времени, пока ты его употребляешь в меру. А если сверх меры, то какой бы он ни был, лишнее есть лишнее. Ты хоть золотую водку пей, все равно будет голова болеть, если переборщишь. А вот этого 2, 3, 4 стопочки вечерком, ничего страшного. Главное, днем не надо. Пока ты на воде, пока ты занимаешься делами. А вечером, когда все сделано, почему бы нет? Я считаю, это в порядке вещей.
Что я еще сегодня сделал? Тряханул я еще 4 удочки в клеточку по 10 метров. В каждой удочке попало по одной рыбешке. 4 удочки. Это получается у меня 2 окуня, плотва, плотва, окунь, щука и окунь. Да, 2 окуня, плотва и щука. В каждой удочке по одной рыбе. И одна щука у нас попала на продольник. Итого у нас 2 щуки, 2 окуня и плотва. Нормальный улов. Щуки хорошенькие такие, около больше килограмма. Так что, если даже... Сейчас просто подходит такое время, что на спиннинг, на удочку уже рыба не ловится. Это я уже пробовал в субботу. Не ловится от слова совсем. Но мне кажется, если поставить жерлицы или на живца, щуку, думаю, поймать можно, потому что в животе у щуки рыба есть, значит она берет живца. На живца же попалась на продольник. 3 продольника, 3 щуки. Одна поймалась, а 2 перекусили леску. Может быть, я не спорю, там какую-то приманку подобрать кто-то умеет. Но у меня, что я не пробовал, щуку не ловится. Щука есть, но она у нас очень хитрая, очень умная. Вот. Надежда большая, конечно, на продольники. Завтра с утреца проверим. Ну, а чем будем заниматься завтра? Не знаю. Я так думаю, все будет зависеть от погоды. На удочку рыбачить точно не будем. Я так думаю, если все будет нормально. Завтра Ромка еще должен приехать. Может быть, за Ромкой съезжу. Но с утра по-любому проверим продольники, потому что чем быстрее мы их проверим, тем меньше шансов у зубастой перекусить эту леску. Потому что она не сразу же перекусывает. Она дергается, дергается, кусает, кусает и перекусывает. Вот, первым делом проверим продольники. Тряханем удочки в клеточку. А там будет видно. Как-то вот так. Ну а пока мы будем сейчас ужинать. Еще одну. Давайте третью. И вот у меня уже постель приготовлена. Темнеет сейчас рано. Ложиться будем рано. Я так думаю, сегодня в 7-8 часов мы будем уже... Ну, 8 уже край, будем уже спать. Будильник поставлю на 3 часа. 7 часов вот так вот хватит. На улице тепло, так что печка протопилась. Березки еще закину туда, и будет все шикарно. Хорошо. Говорят, тебе одному не скучно? Нет, мне не скучно. Как у меня вот за экраном там, за объективом моей камеры, тысячи моих друзей. И мне с вами, друзья, честное слово, не скучно. Кто-то может со стороны думать, что я говорю сам с собой. Нет, я говорю с вами, с нормальными друзьями, а не с теми, которые могли бы, хотели бы, а если бы, да кабы. Это не друзья. Настоящих друзей я вижу по комментариям. Я читаю, я общаюсь. И огромные друзья, огромное за это вам спасибо. А вот та шушера мне, которая описывается, мне не нужна. На моем канале остаются только мои друзья, и огромное вам за это спасибо. Ну давайте на пасашок и будем закругляться. Все хорошо. Будем. Все, выключаемся. Иначе я сейчас столько наговорю, что кто-нибудь точно от злости съест свое. Ну, вы поняли. Всем спасибо за внимание.
До новых встреч на канале Коми Рыбак. А встреча уже будет завтра. А для вас это будет в следующей части. Наверное, скорее всего, послезавтра. Всем пока. Спокойной ночи. Увидимся.